При эпилепсии важно соблюдать правила безопасности. Удивительно, но даже доктора иногда не говорят своим пациентам о таких правилах, когда действительно есть состояния, связанные с риском потери сознания или с риском утраты контроля, в том числе эпилептического генеза. Правила безопасности таковы. Во-первых, это риск утопления. И нужно соблюдать соответствующие меры безопасности при посещении бассейнов и при купании в открытых водоемах. Во-вторых, это риск падения. Поэтому все работы, связанные с высотой, должны быть либо с надлежащей страховкой, либо их вообще быть не должно. Работа с движущимися механизмами. Если при такой работе риск утраты контроля опасен для самого человека или для посторонних лиц, к такой работе человек с наличием риска эпилептического приступа не допускается. Если мы говорим про риск падений внезапных, особенно у детей, особенно при неконтролируемой эпилепсии, то могут использоваться мягкие шлемы для предотвращения повреждения головы. Если мы говорим про риск остановок дыхания во сне, связанных с эпилепсией, то, соответственно, нужны мониторы, электронные гаджеты, которые позволяют оповестить родственников о подобном опасном состоянии. Нельзя пропускать прием препаратов. Если прием препарата пропущен, то не следует удваивать дозу, просто принимается следующая дозировка, как положено по расписанию. И важное правило безопасности также заключается в том, что нельзя испытывать дефицит сна, не рекомендуется испытывать хронический стресс. Короткий стресс – это не проблема. Хронический стресс может увеличивать риск эпилептического события. И нужно проявлять большую осторожность с алкоголем и любыми другими психоактивными веществами, включая кофеин и табак.